А в гостях студии Дома радио президента Курдского культурного центра «Единство» Якбун в Санкт-Петербурге шейх Мураз Ширинович Бараян. Здравствуйте, Мураз Ширинович. Здравствуйте, здравствуйте. Я приветствую наших радиослушателей Санкт-Петербурга. Мураз Ширинович, и в основном мы, конечно, с вами встречаемся по поводу того, что недавно в Петербурге прошел торжественный вечер, который был посвящен созданию Санкт-Петербургской некоммерческой общественной культурной организации курдов «Единство». Об этом вечере, о целях, задачах вот этой новой организации, пожалуйста, расскажите радиослушателям. Большое вам спасибо. Должен вам сказать, что о курдах в России, на Руси знаю давно, еще со времен Пушкина. То, что я знаю, когда он путешествовал по Кавказу, он встретил курдов и очень расположился к ним, когда узнал, какая у них религия, какая культура настоящих восточных людей, настоящих рыцарей Востока он видел там. И вот с тех пор, по-моему, наши на Руси знают. В Санкт-Петербурге самый известный университет востоковедения. Вот ее архивы располагают самыми большими данными о нашей истории, о нашем языке, о нашей религии, о нашей культуре. Еще академики царских времен имели возможность по тем временам ездить на восток, в общем-то, узнавать их, и прекрасно знали нас, кстати. Этот институт мы очень уважаем. Кстати, у нас и курдские традиции очень красивые в этом институте. И сейчас работает наша Зара Алиевна Юсупова, она доктор филологических наук. Работали до них Канат Калашевич Курдоев, блестящий специалист, автор русско-курдского словаря. Кстати, он в Великой Отечественной войне защищал нашу родину. И как защищал, представляете, ученый, доктор наук, и защищал. Прекрасно, так и должно быть, наверное. После этого работали Ордыхан и Джалил, царство ему небесное, сейчас их нет живых. Кстати, и другие национальности работают. Для меня нация не в первую очередь, которые о нас пишут. Жаклин Мусаэлян, прекрасно, Орбели, академик Жаба. Их работы остались, а их нет. И мы это помним и очень уважаем. Санкт-Петербург – это многонациональный город, это интернациональный город, который знают во всем мире. Если есть 5 красивейших городов, то Питер, наверное, на первом месте находится. И мы имеем счастье жить и созидать в этом городе. Вот мои соплеменники. Поэтому надо, в общем, поддерживать это культурнейший уровень. Мы не случайно его назвали Якбун, то есть единство. Я обожаю русское произведение на Руси, которое было в средние века написано, слово о полку Игореве. Это бесподобнейшее произведение, которое актуально не только для русских, для всех национальностей. Сила в единении, сила в единстве. Вот если меня спросить, каждому русскому, да не только русскому молодому человеку, вот эту книгу надо в подарок отдавать при окончании школы, а еще лучше в начале учебы. Сила в единении, сила в хороших взаимоотношениях, сила в единстве. Вот в честь этого мы назвали нашу организацию «Единство». К нам приходят представители многих других национальностей, председатели всех диаспор присутствовало, несколько генеральных консулов присутствовало. Мы всем дали слово, великолепно поздравляли. В общем, там чувствовалось дыхание дружбы, братства, взаимопонимания. Азербайджане, армяне, ингуши, осетины, грузины, все там были представлены. Я уже не говорю из дальнего зарубежья. Это был праздник дружбы и любви в Санкт-Петербурге. И мы решили, что каждый год будем этот день, в общем-то, как праздник праздновать. Я задел тему войны. Знаете, сколько моих соплеменников, курдов, в Ленинградской блокаде? 17-летних, 18-летних юнцов, которые, мало того, воевали, защищали, но вместе с населением и голодали, и работали. Они мне рассказывали, я вам говорю о тех людях, кого я лично знал. Царство им небесное. Это Набиев Шамиль Хидирович. Небольшой мужчина, сколько орденов, медалей. Это Худоевы, 2 брата, Мураз и Кадыр Мордоевичи. 2 брата здесь и воевали, и защищали, и голодали. Они обожали Ленинград, Пискаревское кладбище. Каждый год приезжали, где бы они ни жили. Синджуян Иско, Пивази, герои, шейхи. Как они воевали, наши священники, шейхи и пиры. Вы можете себе представить на передовой священников? А ведь правда, священник должен быть близко от смерти. Близко к солдатам воюющим. Вот это они соблюдали, это как-то у нас в крови. И как воевали, это Насип Бегоев,
Царство ему небесное. Знал я, о ком я вот сейчас говорю, я их лично знал. Я могу этот список продолжить. Я еще раз говорю, для меня нация и религия не в первую очередь, для меня человек. Надо человека уважать. И вот мои уважали людей. Здесь они изучили русский язык. Можете себе представить, профессии, даже на войне гражданские профессии они освоили. Вояки, простые солдаты, мы идем родину защищать, свою мать защищать. Русь давно для нас стала родиной, и мы ее всегда будем защищать. Только из уважения, из любви к русским мы, курды, называем своих детей Москов, Урыс, Иван. Это о чем-то говорит, по-моему? Вот я хочу, чтобы знали это. И сейчас вы знаете на моей родине, что происходит, исторической родине. И я хочу, чтобы Россия всегда была против таких вещей, всегда была в авангарде. Надо искоренить этот терроризм. Эту гадость, эту раковую опухоль. И Россия должна стоять в авангарде всего этого. И, слава богу, начала и делает. Много наших спортсменов здесь. Алаян Михаил, чемпион мира по боксу. Как он культурно ведет бои. На самом деле, я зачем-то Попенченко вспомнил. Гениального боксера. Вот он чем-то его напоминает. Сейчас в олимпийской сборной. Даже всю Россию делает, помогает нам в этом. И мы всегда с нашей Россией. В нашем Санкт-Петербурге сколько прекрасных артистов, заслуженных артистов в классических видах искусства. Балет, можете себе представить. Владимир Аджамов, заслуженный артист России. Его первые роли Ромео Зигфрида, это что-то фантастическое. Его сестра Нателла сейчас в Вагановском преподает. В Вагановском, где Цискориди сегодня ректор. Это прекрасно. Мы гордимся этим. Вот это надо развивать наши взаимоотношения. Вы понимаете, Русь начинается отсюда. Россия. Вот когда я с вами сейчас разговариваю, когда нам хорошо, и России хорошо. Когда мы понимаем друг друга. Нас, русским народом, объединяет более 3500 общих слов. Я сказал до этого, что это индоевропейская группа языков. И я горжусь этим. Блестящий специалист, лингвист есть Макаренко, в Москве проживает. Мы так переписываемся, иногда созваниваемся. У него есть прекрасная книга «Откуда пошла Русь». Бесподобная книга, нас многое объединяет. Вот надо на это опираться, то, что объединяет. Никогда не надо во взаимоотношениях искать острые углы. Государства должны так действовать. Надо исходить из того, вот этот человек что сделал хорошего. И оттуда начинать свои взаимоотношения и с человеком, и с государством. Вы уже рассказали о некоторых героях войны, о ваших соотечественниках, можно сказать, о курдах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И этому, я не могу об этом не сказать, была посвящена ваша работа, которая была представлена на конкурс в этом году под названием «Моя победа». Да, да, была конкурс. это дело. Скажите, как вы решили об этом написать? И ваша работа, я так понимаю, была отмечена, ее можно даже в интернете сейчас прочитать. Да, лично губернатор поздравлял. Знаете как, я в метро люблю ездить, имею машину, не умею водить, с компьютером не лажу, у меня есть недостатки. Не курю, когда-то курил очень много, да, вот это есть. Очень, говорят, хорошо готовлю. Значит, метро, и смотрю, конкурс, «Моя победа». Подошел поближе, смотрю, читаю, ага, кто в блокаде был, кто воевал. А я же знал этих людей, не просто блокадников, а люди, которые воевали в этой войне, до Берлина доходили. И они обратно возвращались все. Если он не возвратился или умер, он из плена возвращался. Многие бывали, я знаю, не возвращались, там оставались. Наши все возвратились. Вы понимаете, что за феномен? Настолько любят родину, и они от души. Как можно от души воевать? Но мать защищают, отца защищают, детей защищают. Вот так надо родину защищать. Это и есть родина, оттуда идет. Я решил написать о тех, кто здесь в ленинградской блокаде был. Дочка начала смеяться. Папа, ты из армии, говорит, своей маме письма не писал. И вдруг стал что-то писать там, литературное произведение. Я говорю, я напишу. Просто я напишу, чтобы люди знали, что мои соплеменники воевали в этой войне, защищали это прекраснейший город. Это тоже счастье надо иметь, защищать Ленинград. Вот я сейчас зашел, когда сюда, к вам на радио. Я Ольги Бергольц слова читал ее. Я когда эти колокола посмотрел, я вспомнил холодный, голодный Ленинград, что было. Я вспомнил первый матч, когда в ленинградской блокаде назло этим фашистам, тут репортаж отсюда шел, играли в футбол. Понимаете, что было эти? Тут это историческое здание. Господи, спасибо тебе, что я здесь и имею возможность вот это говорить об этом. И я написал о тех блокадниках, что они делали, за что медаль получили, как они воевали. Они мне рассказывали, вот этот холод, голод, как оставались, не знали, что делать, как они хоронили этих замерзших несчастных людей и не оставляли. И что вы думаете, проходит какое-то время, мне звонят, говорят, знаете, вы стали лауреатом, День города, вас приглашают, надо будет вас наградить.
Я пришел, что там все собрались, много людей, кто писал именно об этой блокаде. И что вы думаете, оказывается, я лауреатом стал. Да, мне диплом дали за подписью господина Полтавченко, нашего губернатора. Спасибо ему. Ну и спасибо тем, кто организовал вот этот конкурс, понимаете, это заставило задуматься. Да, и моим это понравилось, внукам особенно. У меня внуки есть, они ходят в школу, спортом занимаются здесь. Жить в Ленинграде, не созидать и не быть знакомым с культурой, не ходить в музей, я не знаю, тогда не надо здесь жить. Ничего стыдного нет в деревне жить. Это все нормально. Так что я счастлив, то, что я здесь живу. Это прекраснейший город, прекраснейшие люди. Господи, сделай так, чтобы Питер процветал. Вот это насчет того, то, что я написал, и я горжусь этим. Наверное, всегда будет так. Не дай бог, чтобы войны не было никогда. Я против этих вещей. Надо любить. То, что разрушило ненависть, то построило любовь. Я это знаю. Мне нравятся стихи Есенина. Это прекрасный поэт такой. Городской, деревенский поэт. Ну, наш поэт. Для всех он наш. «Побегу по мятой стежке», пишет он, «на привол зеленых лег, мне навстречу, как сережки. Разве не девичий смех? Если крикнет рать святая, кинь ты Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою». В самом деле это блестяще сказано. Для всех сказано, не только для русского. Это в первую очередь для меня. Давно Русь для меня родина, и я ее обожаю, я ее люблю. Это не для красного словца сказано. Просто эфир, чтобы знали. Мы часть России, большой России. Я хочу, чтобы она процветала, была мощной, сильной, красивой. Ее любили, уважали везде, на всей планете. Вот такую Русь, такую Россию я люблю. И, может быть, еще несколько слов вы уже рассказали о торжественном вечере, который был посвящен созданию организации единства, объединяющей курдов. Да. Главная цель ее создания. Вы будете организовывать какие-то мероприятия, лекции, семинары, праздники? Само название «Культурный центр». Я сказал, где мы живем и как должны жить. Я уже с несколькими музеями, библиотеками договорился, где уроки прямо будут. Библиотека. Это же очаг культуры. У нас прекрасные библиотеки в Ленинграде. Зайдите, посмотрите, как они оснащены. В Европе нет таких. Там же вести уроки, приглашать писателей, приглашать спортсменов, все. Не надо ничего занимать что-то. И для библиотеки плюс, и для нас, естественно. Это прекрасно. Русский музей, вот рядом с вашим этим величайшим зданием. Я уже был, почва подготовлена. Как здесь жить, Репина не знать. Айвазовского не видеть, картины этой. Ну, как можно? Прямо в музее же. Соберем детей, автобус станет. Договариваемся, ведем, показывают им. Человек меняется. Вы понимаете, когда с хорошим ты связан, с искусством, ты становишься на эти рельсы, человеческие, гуманные рельсы. Когда он не видит, он в темноте. Это все конченый человек. Цветок, который не поливается, потом ты его ведрами полей, нет его. Поэтому все в свое время должно делаться. В первую очередь, не все одинаково живут. Есть плохо живут, есть больные, есть бумаги не в порядке у них. Так у меня много таких есть. Мы прямо при его себе будет и юрист сидеть. Он дорогу правильную укажет. Медик сидеть. Ничего страшного, у нас есть и врачи свои. Кому-то плохо, чего-то не доставят. Сейчас, вы знаете, немножко и денег все стоит, так сказать, удовольствия какие-то. Даже вылечиться или юридическая помощь. И поэтому мы решили и в этой области помочь. Да не только своим. Кто бы не открыл там у нас двери нашего центра, мы всем будем помогать. Это дальше спортсмены, я сказал. Чем на улице торчит где-то, курит или что, его надо объяснять. Они знают, место нашего офиса очень красиво оформлено, кстати, там. Да, у нас неплохая библиотека там уже есть. Вот недавно мы начали. Так что для нас, чтобы вы знали, там религия, нация, это совсем не в первую очередь. Это просто, знаете, ну, Курский называется, мы там. Мы открыты для всех, я всем вот говорю, объявляю. И он должен функционировать. Это общественная организация. Хорошая молодежь вокруг нас собралась. Там не только молодежь, там и взрослые люди. Конечно, что-то купили, мы скидываемся, что-то делаем. Это сейчас бесплатного ничего нет. Да, но самое главное, есть цель. Как-то влиться в культурную жизнь Санкт-Петербурга, быть ее единым целым, иначе нельзя по-другому быть. Это наш город, это культурнейшая столица, надо соответствовать этим уровням, этим параметрам. Вот эти цели. Дальше мы имеем прекрасные отношения с Институтом Востоковедения, там блестящие ученые. Большое спасибо Поповой Ирине Федоровне. Мало того, блестящий специалист, востоковед, профессор, академик. Целая делегация была из Южного Курдистана. Она такой экскурсы в институте, рукописи старинные, с первых рук показывала. Те ошеломлены были. Мы, говорит, такой в Париже
не видели, в Лондоне не видели, вот здесь это в Петербурге все делают. Как я это не скажу? Я горжусь этим. И спасибо этой женщине, блестящей Ирине Федоровне. Мы гордимся, что она есть, она большой друг нашего народа, и мы ее любим. А оттуда мы начали прямо экскурс показывать. Там портреты наших ученых. Все это есть. И мы решили их приглашать в эту профессуру. Можете себе представить, дети сидят, и профессор-академик сказку читает курскую. Они знают, это специалисты. Знаете, какая у нас драматургия? Если бы вы знали, вся жизнь наша в прошлом была драма. Мы двух отцов на одном месте еще не хоронили. Всегда были гонимы. Поэтому мы сами о себе должны заботиться. Я сказал, наша Родина – это Россия. Но мы никогда не забываем, историческая наша Родина. Мы обожаем традиции здешние. Здесь быть, в церковь не посмотреть, не зайти. Мы должны приобщиться к этой культуре. Посмотрите, какие церкви. Это искусство, это руками все сделано. Со всего мира люди. Петра, величайший из величайших императоров, царей. Господи, надо же такого Бог делал. Какой город построил на болоте. Мы должны уважать и любить, раз мы здесь. Это я говорю. Я хочу, чтобы так было, и я стараюсь делать. Спасибо, Мурат Ширинович, за такой неравнодушный, я бы сказал, и увлеченный рассказ о нашем городе, о вашем народе и вообще о нашей жизни. Спасибо. И вам большое спасибо, мои дорогие радиослушатели. Будьте счастливы, будьте здоровы, любите друг друга. Я думаю, это самый красивый мост во взаимоотношениях, где никогда человек не ошибется. Я люблю всех вас. До свидания. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях был президент Курдского культурного центра «Единство» в Санкт-Петербурге шейх Мурат Ширинович Бараян.